В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе продолжилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия. Сопредседатель политической партии Амцахара Алхаз Квициня выдвинут кандидатом в президенты Республики Абхазия. Такое решение было принято делегатами на состоявшемся 10 июля в Сухуми внеочередном 11-м съезде партии. Шамиль Адзенба и Алмаз Джапуа, выдвинутые инициативными группами кандидатами в президенты Абхазии, сдали экзамен на знание государственного абхазского языка. Экзамен, который принимала Государственная лингвистическая комиссия, прошел 9 июля в Центр избиркоме. 12 июля экзамен на знание абхазского языка сдали Астамур Тарба, Олег Аршба, Артур Анкваб и Астамур Оторба, также выдвинутые инициативными группами кандидатами в президенты Абхазии. Экзамен сдал и Алхаз Квициня, выдвинутый партией Амцахара. Президент России Владимир Путин не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу. Об этом он заявил в интервью журналистам во время пребывания на международной промышленной выставке, которая проходила на этой неделе в Екатеринбурге. Встреча с журналистами произошла вскоре после скандально непристойного высказывания грузинского журналиста в адрес российского президента. Владимир Путин не поддержал идею уголовного преследования сотрудника телеканала «Рустави-2», заявив, что это составит для него много чести. Инцидент стал поводом для комментария, который сделал президент России, оценивая характер взаимоотношений Абхазии и Южной Осетии с Грузией в историческом контексте. Владимир Путин посоветовал грузинским властям лучше изучить этот вопрос. Осетия вошла в состав Российской империи в 1700, дай бог памяти, по-моему, в 1974 году. Вошла целиком, и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия в 1810 году тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния. Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии. Образовалось независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать никогда. Если грузинские сегодняшние власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии. Во времена Советского Союза была образована, между прочим, сначала договорная союзная социалистическая республика Абхазия, в которую вошла Грузия сегодня. Это даже не была Грузия. Но во времена Сталина была создана Социалистическая республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. И вот наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимания. Это даже странно. Но по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов. Очень жесткие. Просто я даже не хочу сейчас воспроизводить. С целью поглощения Грузии вот этой территории и абхазского народа. Вот это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию.
и Аджарии, и Абхазии и так далее. Все это привело к взрыву и к братоубийственной войне. Вот я в свое время убеждал Саакашвили, говорил: Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии. Американцам говорил то же самое. Да, ни в коем случае. И что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат. Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народы и Абхазии, и Южной Осетии. Я к чему все это говорю? Потому что вот эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное это производное. И ругань, и брань – это все производное. Поэтому к этому относиться нужно вот по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Отстранили его на 2 месяца, он поехал на отдых. Потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения. Проект Министерства по репатриации Абхазии «Ахиш-Штрах-2019», который собрал в республике более 60 детей соотечественников из Иордании и Турции, завершил свою работу на этой неделе. Дети провели в Абхазии 9 дней, насыщенных экскурсиями по достопримечательным и историческим местам, посещениями музеев и встречами со сверстниками. Перед отъездом юных соотечественников принял президент Рауль Хаджимба. Глава государства поприветствовал участников лагеря и отметил, что их пребывание в Абхазии является радостным событием для всей страны. Делегация из иракского Курдистана во главе с президентом Федерации торгово-промышленных палат Дарат Джалиль Аль-Хаятом посетила нашу республику на этой неделе с официальным визитом. Поездка в Абхазию состоялась по приглашению торгово-промышленной палаты страны. Основная цель поездки – обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. 10 июля делегацию принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Для нас важно выстраивать отношения с окружающим миром. И важно, чтобы нас понимали и видели. Наша торгово-промышленная палата уже который год занимается выстраиванием этих отношений, и это дает определенные результаты. Это способствует развитию нашей экономики. И для нас очень важно, чтобы о нас знали, что мы есть как независимое государство. И мы рады, если в ваших интересах это будет иметь место, готовность выстраивать с нашей торгово-промышленной палатой, а потом в целом, говорится, со всей той экономикой, которая у нас есть, отношения, которые будут и нам полезны. Позже делегацию иракского Курдистана также принял премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который высоко оценил потенциал, заложенный в экономическом сотрудничестве наших стран. На 3-й день своего пребывания в Абхазии гости посетили ряд ведущих предприятий республики и ознакомились с продукцией, которая на них производится. Алиса Шамба продолжит тему. В рамках ознакомительной поездки по ведущим предприятиям Абхазии делегация из Курдистана посетила завод по производству питьевой воды Гумиста, который расположен в Сухумском районе. Эта вода добывается на глубине 25 метров ниже уровня моря из подземного бассейна реки Гумиста в долине между Новым Афоном и Сухумом. Отсюда и ее название Гумиста. Уникальность воды заключается в особенности вкуса, который придает ей ледниковое питание, а также природная фильтрация, не требующая дополнительной очистки и обработки.
Затем делегация из Курдистана посетила предприятие «Минеральные воды Абхазии». Это самая крупная в Абхазии компания по производству минеральных вод и безалкогольных напитков. Как отметили представители ТПП Абхазии, предприятия, которые были предложены для посещения гостям из Курдистана, были выбраны не случайно. Высококачественная продукция, которая здесь производится, может вызвать большой интерес. Так как в Курдистане есть нехватка питьевой воды, мы решили сделать акцент на предприятиях, производящих экологическую чистую питьевую воду и лимонады. И были отобраны предприятия «Ресурс Юг» и «Минеральные воды Абхазии». Обсуждались возможности поставки данного вида товаров в Курдистан. Особенный интерес у делегации из Курдистана вызвали абхазские вина. При посещении предприятия «Вина и воды Абхазии» гости задавали множество вопросов о качестве вин, о сырье, из которого его производят, о разнообразии сортов. На все вопросы они получали исчерпывающие ответы. Мы работаем, производим достаточно хорошего качества продукцию. Вот. У нас линейка вина 21 вино. Объемы 27 миллионов бутылок вместе с игристыми винами. У нас 27 миллионов в этом году. Президент торгово-промышленной палаты города Сулеймании Мухаммед Махмуд отметил, что в Курдистане нет ни одного завода по производству вина. И поэтому сотрудничество в этой сфере было бы интересным для его страны. Делегация из Курдистана пробудет в Абхазии до 12 июля. В последний день их пребывания в нашей стране они ознакомятся с главной достопримечательностью республики – озером Рица. Во время небольшого перерыва между посещениями объектов производства нашей съемочной группе удалось побеседовать с участником делегации, президентом ТПП города Сулеймании Мухаммедом Махмудом. Добро пожаловать в Абхазию. В первую очередь. Расскажите коротко, как вообще так получилось, почему вот вы решили приехать в Абхазию, что вас заинтересовало в нашей стране? Мы получили приглашение с торгово-промышленной палаты Республики Абхазия посетить республику. Давно у нас связи с торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. В 2015 году делегации с Абхазии к нам приехали. У нас было подписано меморандум. У вас состоялись встречи на самом высшем уровне. Как вы можете оценить итог этих встреч? Я хочу вам сказать, что все встречи эти для нас все важные. Мы получили много информации в Министерстве экономики. У нас в руках на сегодняшний день тоже есть информация на английском языке. Торгово-промышленная палата тоже обещает отправить подробную информацию про инвестиции в Абхазии. У нас в Курдистане многие предприниматели, которые интересуют уже инвестировать в Республику Абхазия. В области, конечно, и сельского хозяйства, и туризма. Вы побывали на одних из самых ведущих предприятиях Абхазии. Как вы можете оценить экономический потенциал вообще страны? Именно что заметили, это в основном они сырье привозят с России. Я предлагаю, чтобы в Абхазии, чтобы они построили заводы, которые могут предоставить эти материалы. Потому что эти, конечно, большие расходы, там и транспорт, и конечно, мы сегодня большие техники увидели в заводе. И мы слышали, что у нас в Абхазии основной рынок – это Россия. И мы спросили, почему они не могут за Россию отправить. Ну, конечно, нам ответили, что сейчас у них многие контакты, многие договора, которые они сейчас в ближайшее время с другими странами, которые они могут отправить абхазский товар. И на многих встречах мы обсуждали сам этот важный вопрос, чтобы для Абхазии, чтобы был свой аэропорт, чтобы они смогли или товар, или посетители, чтобы они смогли напрямую попасть в Республику Абхазию.
С помощью авиации лечили насаждение ореха фундука в Галском районе на этой неделе. Работы вели специалисты Минсельхоза Республики и Управления сельского хозяйства Галского района. В короткий срок необходимо было обработать территорию площадью более 4000 гектаров специальными препаратами. Лечение плантаций проходило по государственной программе бесплатно. На это из средств республиканского бюджета Абхазии было выделено более 6 миллионов рублей. Лекарственные препараты были предоставлены Минсельхозом России и международными неправительственными организациями. Авиахимобработка этих территорий была проведена и в прошлом году. По словам местных жителей, лечение дает хорошие результаты. Количество вредителей сельхозкультур уменьшилось в разы. Урожай с орехом был очень плохо. Вообще ни 1 грамм не взяли, не было орех. А в этом году уже государство помогает нас, видим, очень качественная работа идет. Если что-нибудь будет, это благодаря государству и Бога, что нам даст. Прекратился аварийный сброс канализационных стоков в море. Несколько месяцев назад из-за перепадов электроэнергии на центральной канализационной станции один за другим с интервалом в 10 дней сгорели 2 электронасоса. Как результат, в течение нескольких недель вся грязная вода без какой-либо очистки попадала в море. На приобретение одного нового насоса и ремонт другого выделила средства столичная администрация. На днях отремонтированный насос прибыл в республику. Он сразу же был установлен. Насосная и водозаборная станция работают в связке. Агрегаты, обеспечивающие подачу воды, давно устарели. Для капитального ремонта всей станции были выделены средства в рамках инвестпрограммы. Сухумский водоканал выполнил необходимые работы по установке современного оборудования. Обновленная насосная станция должна быть запущена уже к концу лета. В конце июня состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия в Москву, в рамках которой состоялись встречи с руководством Минздрава России. Участники переговоров обсудили важные для республики вопросы, которые при их успешном воплощении позволят предоставить более полный спектр медицинских услуг жителям Абхазии, как здесь, внутри республики, так и в медучреждениях России. О том, каких договоренностей удалось достичь в Москве, а также о перспективах развития здравоохранения в Абхазии, Тамаз Цахнакий рассказал в интервью нашему телеканалу. Состоялась ваша поездка в Москву. Поездка была рабочая. Могли бы вы рассказать о повестке дня, какие встречи прошли в Москве, вообще чему посвящались вопросы, которые вы обсуждали? Вопросы, которые были выведены на повестку обсуждения, это прежде всего создание бактериологической лаборатории при республиканском противотуберкулезном диспансере. Но, как известно, вот в рамках инвестпрограммы эта больница была восстановлена. Там были созданы все необходимые условия для лечения больных туберкулезом. Однако создание бак-лаборатории в тот период не было предусмотрено. Речь идет о том, что на сегодняшний день мы выполняем только экспресс-диагностику, а посевы мокроты осуществляются в объединенных лабораториях бактериологических за пределами республики. Речь идет о том, что в этом году МСФ, который на протяжении многих лет осуществлял содействие в осуществлении этой программы противотуберкулезной, завершает свою миссию. И, соответственно, мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы генотипические и фенотипические анализы этого биоматериала проводилось на базе туберкулезного диспансера. И каковы возможности? Возможности есть. Руководство Минздрава готово в срочном порядке направить сюда экспертную группу специалистов для того, чтобы оценить необходимость создания того или иного вида лаборатории, оборудования и что для этого необходимо сделать. Они готовы нам в этом вопросе оказать содействие. Какие еще вопросы стали на повестке дня в Москве?
Один из вопросов – это выполнение соглашения, межправительственного соглашения 2013 года по части оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Республики Абхазия, то есть лицам, у которых есть двойное гражданство. Как известно, в 2017 году мы заключили межгосударственное соглашение об организации обязательного медицинского страхования для граждан России, постоянно проживающих в республике. Но есть вид высокотехнологичной медицинской помощи, который выходит за рамки ОМС. И вот на эту категорию пациентов российский Минздрав также будет выделять квоты для того, чтобы вот эту вот помощь им оказывали в федеральных научных центрах. Вот это было заключено. Вот это соглашение должно реализовываться в полном объеме, независимо от реализации другого соглашения об ОМС. То есть это разные соглашения. Кроме того, мы затронули тему погашения задолженности перед медицинскими организациями Российской Федерации, где прошли лечение наши граждане. Вопрос технического характера. Российская сторона предоставила нам окончательные акты сверок вот этих вот учреждений. Мы подтвердили эти суммы задолженности вот, и направили соответствующим образом в Минздрав России. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет исчерпан. Кроме того, мы... А есть вообще средства для того, чтобы эти долги погасить? Эти средства есть, эти средства были урегулированы вот в рамках подписанного межправительственного соглашения. А каков долг? Долг перед медицинскими организациями на сегодняшний день составляет чуть более 37 миллионов рублей. По мере того, как Минкавказа будет нас финансировать в этом вопросе, я думаю, в течение месяца или двух мы погасим все наши вот эти основные долги. Это клиники, да? В Да, основном где они расположены? Это московские, клиники, в Краснодар? основном Краснодар, Москва, Санкт-Петербург. Пока идет вот этот вот процесс погашения долгов, наши граждане будут там приниматься на той же основе? Наши граждане сейчас в основном получают медицинскую помощь в рамках ОМС. Вот это соглашение по медицинскому страхованию очень активно работает и достаточно эффективно. И мы направляем наших пациентов не только там в клинике Краснодарского края, но и в город Москву. У нас вот последнее время никаких нареканий по этому поводу, во всяком случае, жалоб наших граждан не поступало. Вот. ОМС в большей степени покрывает потребности и в специализированной, и в высокотехнологичной медицинской помощи. Но то, чего нет, эту проблему решаем либо мы за счет собственного бюджета, либо по квоте Минздрава России. Есть препараты, которыми обеспечивает по льготную категорию граждан тоже Российская Федерация или на средства Российской Федерации. Вот, есть ли там какие-то задолженности? Задолженностей там нет. Мы по первому кварталу полностью отчитались. Сейчас нас профинансировали второй квартал вот, по льготным препаратам. И мы ждем вот буквально в ближайшее время поставку медикаментов РУПом Абхазфармации, вот, который непосредственно занимается этим вопросом. И для того, чтобы обеспечить вот льготную категорию граждан, инвалидов, имеющих соответствующую категорию, да, вот этими препаратами. Ну, Абхазфармация, тоже долги перед этой организацией у Минздрава. Вот, да, что с этой проблемой? Это опять-таки переходящие долги, многолетние, но это внутренние долги. Сейчас принято соответствующее решение по поручению президента. У нас подготовлен соответствующий график погашения долгов, мы его активно реализуем. Вот. И я думаю, что вот к концу сентября
В начале октября долг будет исчерпан. Могли бы вы сказать о том, как много человек обращается в Минздрав за помощью, да, вот посодействовать вот, процессу лечения, и кому уже оказали помощь, если есть какие-то цифры? К нам обращаются очень много граждан. Достаточно посмотреть журнал регистрации, там больше 3000 человек. Это вот за 3-4 месяца. По разным причинам. Ну, в первую очередь, конечно, это лечение, чаще всего за пределами республики, и лекарственное обеспечение. Но многим удается помочь. По лечению это более 1000 человек. А если в целом взять, то только в Краснодарском крае там около 3000 человек уже получили специализированную медицинскую помощь в рамках ОМС. Очень успешно прошла диспансеризация. Во всех районах очень массово обращались люди. Мы отслеживали, журналисты, всю эту ситуацию. И все-таки хотелось бы более точнее узнать, насколько полным был охват, скольким людям удалось оказать помощь, и вообще довольно ли министерство тем, как все это прошло, как все было организовано? Фактически около 2 месяцев шла диспансеризация. И в этот период смогли осмотреть, в первую очередь, конечно, декретированную категорию граждан и всех желающих. Но активность действительно была очень высокая. Но за 2 месяца смогли осмотреть 13 600 человек. Вот. То есть за такой короткий период это достаточно большая цифра. Ну и, соответственно, были выявлены проблемы, такие как сердечно-сосудистые заболевания и неврологическая патология. Вот основные направления, основные заболевания, которые беспокоят наших граждан, причем как взрослых, так и детей. Соответственно, и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи этой категории больных является одним из приоритетов в развитии здравоохранения. На сегодняшний день у нас нет, к сожалению, такого специализированного учреждения, за исключением кардиологического отделения городской больницы, где оказывается терапевтическая помощь, в том числе неотложная, кардиологическим больным. Поэтому мы определили структуру будущего центра, который будет заниматься именно пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это будет кардиохирургический комплекс, инсультный центр, в том числе отделение рентгенхирургии, где будут проводиться малоинвазивные вмешательства. Это будет отделение тяжелой сочетанной травмы. Это мощный такой амбулаторно-поликлинический блок будет представлен в этом центре. Кроме того, там будет осуществляться научная образовательная деятельность. То есть наши врачи молодые будут там работать, проходить образование, клиническую ординатуру, соответственно, с выдачей государственного образца документа. Вот. То есть это будет специализированное учреждение, где будут оказываться вся необходимая помощь этой категории больных. Причем в рамках ОМС. Решение о создании этого центра было принято по итогам диспансеризации, да? Диспансеризация лишь подтвердила наличие проблемы. Мы и раньше выявляли, у нас и мы проводили диспансеризацию своими силами в 2015-2016 годах. И тогда выявили больных, соответственно, поставили их на учет диспансерный, а многих отправили на лечение. И, кстати, 400 пациентов отобраны для оказания специализированной помощи. И я, находясь в Москве, посетил федеральный клинический центр высоких медицинских технологий, который курировал проведение диспансеризации. Это учреждение Федерального медико-биологического агентства России. Там уже более 100 пациентов наших вызваны в этот центр для того, чтобы
продолжить обследование и лечение, и все остальные на рассмотрение. То есть мы завершим второй этап диспансеризации однозначно, и все пациенты, которые нуждаются в специализированной помощи, мы более 100 пациентам оказали их на месте в наших учреждениях. Часть пациентов отправили уже по клиникам России, и, соответственно, вот этот центр, он берет на себя большую часть пациентов, которые вот нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи. Я посетил эту клинику, посмотрел все отделения, там мощная кардиохирургия, нейрохирургия, онкология. То есть там великолепный реанимационный блок, кардиореанимация в том числе, диагностический блок там очень сильный. Вот, я все это осмотрел. Зашел во все отделения, в операционные, в реанимацию, какие там возможности. То есть там, где будут проходить лечение наши вот граждане, именно вот в части кардиохирургии. Поэтому, если будут такие же условия созданы у нас, даже, я бы сказал, более современные, то наши пациенты никуда выезжать не будут. Они будут проходить лечение здесь, на месте. Естественно, в этом учреждении будут вахтовым способом работать ведущие специалисты этой клиники, параллельно обучая наших молодых специалистов. Кроме того, они оснастят нас реанимобилями класса С. Это вот для транспортировки кардиологических больных, допустим, с инфарктом миокарда, когда необходимо проводить уже в машине, как говорится, скорой помощи, в реанимобиле всю необходимую интенсивную помощь этому пациенту и в течение золотого часа, как говорят, да, привести его в эту клинику, где ему сделают коронарографию и установят стенты в коронарной артерии. Вот к чему мы должны прийти. Это наша важная задача. К концу года текущего, вот как мне было заявлено в Минздраве, да, России, нам будет поставлен новый диагностический мобильный автопоезд, который будет на постоянной основе здесь находиться, и мы при необходимости будем осуществлять выезды по районам, нашим отдаленным селам. И в составе этого диагностического автопоезда будут работать в том числе специалисты ФМБА России из той категории специалистов, которые не представлены у нас сегодня. Детские кардиологи, например, или там детские неврологи, то есть те специалисты, которые нам нужны. И подготовлено техническое задание, утверждено уже по капитальному ремонту сосудистого отделения республиканской больницы, где будет создано рентгенхирургическое отделение. Мы сейчас к чему пришли? Что в течение месяца должны подготовить межправительственное соглашение, где будут указаны все эти позиции, о чем я говорил. Создание отделения при республиканской больнице и центра. Ну, на строительство центра уйдет много времени, там не меньше 2 лет. Вот в этот период мы должны эту категорию больных обеспечить вот этой помощью кардиохирургической, которая будет создана вот на базе республиканской больницы. Российская сторона берет на себя полное оснащение оборудованием вот этого отделения. Там будут открыты соответствующие реанимационные койки, будет стоять ангиограф, где будут выполнять коронарографии и стентирование. Вот, причем в рамках ОМС. И, соответственно, и наши специалисты будут там же работать, смотреть, учиться. Если человека привезли с инсультом, в течение 3 часов, по-моему, можно делать операцию прямо по со вмешательством в сосуды головного мозга. Да. Такое будет здесь? Ну, в первую очередь, это инфаркты, от которым будут, да. И в условиях гибридной операционной, то есть там будет создана операционная, где можно выполнять в том числе открытые операции и, соответственно, вот эндоваскулярные вмешательства, так называемые катетерным способом, да.
И они будут привлекаться, эти специалисты, таким же образом, как я говорил, вахтенным способом. К сожалению, эту категорию больных мы сегодня вынуждены отправлять за пределы республики, а некоторые, к сожалению, не успевают получить вот эту помощь. Вот, у нас большое количество пациентов. Вот только за прошлый год в кардиологическом отделении городской больницы прошло лечение более 1000 пациентов, в том числе с острым инфарктом, с инсультом. Это в неврологическом отделении порядка 900 пациентов, это с ишемическими заболеваниями головного мозга, это прежде всего инсульт. То есть проблема у нас существует, да, она решается максимально в силу наших возможностей, но мы должны перейти вот на новый уровень, то есть сделать таким образом, чтобы пациенты не выезжали за пределы республики и получали здесь всю хирургическую, интервенционную кардиологическую помощь. Это дорогостоящий проект, но при этом Российская Федерация готова нам оказать в этом отношении помощь в создании этого отделения и в будущем центра. Как удается договариваться вот о таких очень непростых вещах? Это вопрос двусторонних отношений, межгосударственных, вот это наше стратегическое партнерство. Это те договоренности, которые были достигнуты нашими президентами. И это вот очень тесные, конструктивные отношения с Минздравом Российской Федерации. И к тому же Минздрав России оказывает в этом содействие и в отношении не только граждан своих, но и всех граждан Республики Абхазия, вот, дружественной ей стране. Это очень важно. И поэтому достаточно большие проекты мы осуществляем уже последние 2, особенно года, когда мы подписали вот эти межгосударственные соглашения об ОМС и о лекарственном обеспечении наших граждан. Это очень серьезная помощь, вот, это очень важные проекты, которые мы сегодня успешно реализуем. Да, есть какие-то проблемы, конечно, в работе без этого не бывает, но мы их пытаемся решать, исправлять и делать работу более качественной и лучше. Только вот ежегодно, вот и в 2018 году, и в 2019 году Россия выделила по 50 миллионов рублей только вот на льготные препараты. Мы амбулаторную часть вот наших инвалидов, во всяком случае, можем значительно их обеспечить всем необходимым набором препаратов. Ну и стационарная помощь, да. Конечно, бюджетных средств не хватает на полное обеспечение, поэтому мы и готовим соответствующие и нормативные документы сейчас. Это в части вот, постановления о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Проект уже готов. Мы сейчас направляем его на согласование в соответствующие ведомства, в соответствии с законом о здравоохранении. Вот, где четко будет прописан весь перечень медицинской помощи, которую должен получить наш гражданин на бесплатной основе. И, соответственно, постановление о платных медицинских услугах, это тоже в соответствии с законом о здравоохранении. То есть необходимо урегулировать всю нормативно-правовую базу. Существуют реальные проблемы, которые мы стараемся в силу наших возможностей вот, как-то их решать и делать ситуацию лучше. Да, это прекрасные проекты, на самом деле очень долгожданные, очень необходимые. Ну, раз я говорю с министром, мне бы хотелось бы все-таки задать вот эти вопросы, которые обычно наши люди, когда посещают поликлиники, там начинают обсуждать, как-то говорить на эту тему. То есть
все, начиная от шприцов, заканчивая там какими-то лекарствами, люди вынуждены покупать сами. Вот когда вот эта ситуация поменяется? Вот это самая главная задача наша, о чем я и говорил. Есть республиканский бюджет, есть подведомственные Минздраву учреждения, есть районные учреждения, это местный бюджет. Конечно, таких вот всех средств не хватает для того, чтобы в полном объеме обеспечить. Поэтому мы и говорим о том, что готовится соответствующий проект постановления, где будет четко расписано в соответствии с законом о здравоохранении. Вот в законе о здравоохранении четко написано, там несколько пунктов, что гражданин Республики Абхазия имеет право на получение, вот какой объем медицинской помощи на бесплатной основе. Там инфекционные заболевания, неотложная помощь, психиатрия, туберкулез, охрана материнства и детства, вот эти вот позиции. Они будут отражены в этом постановлении, вплоть до того, что мы примем конкретный перечень медицинских лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые гарантированно человек должен получать в стационаре. Конечно, мы их обеспечиваем, но этого всегда недостаточно. Количество больных растет, препараты используются в том числе для плановых больных всем категориям, независимо от градации, льготники, нельготники. Безусловно, этого недостаточно, этих средств. Поэтому, еще раз повторяю, помимо того, что проект уже готов, мы сейчас занимаемся бюджетом 2020 года. И вот на следующий год, учитывая все вот эти наши проблемные вопросы, будем рассматривать увеличение бюджета для того, чтобы хотя бы эту часть неотложной помощи закрыть. Чтобы люди не ходили со списками вот, по тем или иным учреждениям. Это очень важно. Возможно, было бы полезно для решения вот этих проблем создание как бы нашей абхазской страховки, да? Допустим, вот я знаю, есть обязательное страхование медицинское в России, да, и дополнительное, да. Не рассматривается этот вопрос вообще как-то в Минздраве? Может быть, есть смысл, допустим, какие-то предприятия бы своих сотрудников обеспечивали бы, вот, допустим, лечением, да? Ну, я имею в виду в денежном плане. Как-то есть, да, ОМС российская прекрасно, да, но, может быть, что-то в этом роде стоило бы сделать и у нас. Ну, очень интересный вопрос. На самом деле, и в законе о здравоохранении, там отдельным пунктом, конечно, это указано, что оказание медицинской помощи в рамках медицинского страхования. Но закон, это должен быть отдельный закон о медицинском страховании. Конечно, мы сейчас об этом думаем и работаем, думаем о том, какая модель будет приемлема для Абхазии. То есть взять какой-то конкретный пример, скажем, российский или там, например, казахский, мы не можем его применить к условиям Абхазии. У нас все-таки свои особенности, но то, что какую-то модель мы должны отработать, у нас есть уже несколько предложений, мы собирали наших коллег и экспертов, которые предлагали идти по тому или иному пути. Но я думаю, что такой документ появится уже в следующем году. Во всяком случае, проект, который можно будет рассматривать. Благодарю вас за интервью. Удачи во всех начинаниях. Спасибо. Всего доброго. Боксерский турнир «Кубок государства Абхазия» проходит в Новом Афоне. Абхазию на турнире представляют 12 спортсменов. Все они дебютанты профессионального ринга. Спортсмены, участвующие в турнире, приехали из России, Белоруссии, Греции, Румынии, Марокко, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии. Турнир посетил президент Рауль Хаджимба. Смотрите трансляцию поединков с турнира «Кубок государства Абхазия» в нашем эфире с 21 часа.
На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.